Это «Актуальное интервью». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики» оказывает содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Задачи фонда – обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным и иным финансовым ресурсам, а также развитие в Якутии системы микрофинансирования предпринимателей. Сегодня мы поговорим о гарантийной деятельности фонда. Наша гостья в студии Татьяна Иванова, заместитель генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Татьяна Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте еще раз остановимся на том, какие цели, задачи, чем занимается фонд. Фонд развития предпринимательства «Микрокредитная компания» имеет очень давнюю историю. Фактически в разных организационных формах действует с 1993 года. В том году нам было 30 лет. За эти годы огромное количество предпринимателей получили поддержку разного вида. Но с самых первых годов деятельности основным видом поддержки стала микрофинансовая. Каждый год какие-то периоды увеличивался размер этой поддержки, сроки, доступность увеличивалась. На данный момент микрофинансовая поддержка предоставляется в сумме до 5 миллионов рублей на сроки до 3 лет. И предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства. Это, в общем, естественно, поскольку фонд является структурой, именно членом, участником общей системы поддержки предпринимательства. Вторым видом работы фонда с 2007 года началась – это гарантийная поддержка. Здесь... Вот давайте про гарантийную поддержку, раз уже заговорили, мы про нее это продолжим. широкая тема, думала да. дальше, давайте про гарантийную поддержку. Хотя я хотела перед тем, как перейти в гарантийное более подробно, рассказать о третьем виде деятельности фонда. Он у нас начался с 2021 года. Это деятельность фонда развития промышленности. Здесь некоторые отличия есть от первых двух видов. Тут фонд поддерживает не субъектов предпринимательства, а субъектов промышленности. Это займы, это тоже займы, они выдаются на срок до 5 лет. Сумма займов здесь именно под руководством фонда, именно непосредственно в фонде до 50 миллионов рублей. Если с участием фонда, то это существенно более крупные суммы, но уже с Федеральным фондом развития промышленности. Это новый вид поддержки. Он рассчитан на более крупные предприятия, именно на предприятия промышленности, и на развитие новых производств. Это существенное отличие. Собственно, гарантийная деятельность. Да. В чем заключается? В чем заключается гарантийная деятельность? Если очень просто, то предприниматель, приходя в банк, может столкнуться с тем, что ему не хватает залогового обеспечения. Как мы знаем, и банки, и кредитные кооперативы, и лизинговые компании требуют, чтобы полностью заемные средства были обеспечены залогом. Очень часто бывает, что у предпринимателя не хватает собственного имущества. В этом случае со стороны банка, либо со стороны предпринимателя возникает предложение воспользоваться поручительством гарантийного фонда, который является, в общем-то, участником общей всероссийской гарантийной системы. Кто может получить эту поддержку? Гарантийную поддержку может получить только субъект малого и среднего предпринимательства. Чтобы понять, являетесь ли вы этим получателем, нужно проверить себя в реестре. Есть реестр малого и среднего предпринимательства, он в свободном доступе, в любой момент можно проверить. В случае, если предприниматель действительно является субъектом и находится в этом реестре, он может рассчитывать на гарантийную поддержку. Кроме того, будет требование отсутствия задолженности по налогам перед бюджетом в существенной сумме. И кроме того, он должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность на территории нашей республики. Сумма предоставляемой гарантии, она по разовой сделке не может превышать 25 миллионов, но не более 70% от суммы кредита либо суммы займа. Татьяна Борисовна, вы сказали, что подобная гарантийная мера поддержки, деятельность, она работает с 2017 года. Да. Внушительный срок, пользуется популярностью. Действительно пользуется этот вид поддержки популярностью.
С 2007 года эту гарантийную поддержку в фонде получило более 1300 предпринимателей. Фондом предоставлено 6,5 миллиардов поручительств, при помощи которых предприниматели республики смогли привлечь 12 миллиардов кредитов. Я считаю, это очень такая солидная сумма. Вид поддержки пользуется спросом. Более чем, 2 раза. Более чем, да. Конечно, первые годы количество поддержанных предприятий было существенно меньше. Первые годы это было 4, потом 10 предпринимателей. В прошлом году фонд оказал поддержку почти 300 предпринимателям. А всегда ли предприниматели берут полную сумму, вот, которую вы озвучили, Нет, до 5 конечно. миллионов? Если у предпринимателя сумма кредита 10 миллионов, соответственно, он максимальную сумму может привлечь 7 миллионов. Но есть еще такая тонкость, что у предпринимателя может быть несколько сделок, и максимальная сумма поручительства, которая может быть фонду предоставлена этому предпринимателю по нескольким сделкам, это 68 миллионов. Суммы определяются нормативными документами, законодательствами и зависят от капитала гарантийной организации. На сегодняшний день максимальная сумма в отношении одного получателя – это 68 миллионов. Единственное уточнение, что это кредиты должны быть на разные цели, поскольку она не может быть однотипной. Татьяна Борисовна, мне вот что интересно. Новая сфера, которую вы озвучили, помощь промышленным предприятиям бизнеса. Ну, с МСП, с малым средним предпринимательством все понятно. Они на ранних этапах всегда нуждаются в финансовой поддержке. Зачем промышленникам? Они же уже обладают определенным капиталом. Здесь немножко другая тема. Фонд развития промышленности, который стал новым видом деятельности, это у нас курируется Министерством промышленности, для начала скажу, республики. И он направлен на развитие новых производств, на модернизацию имущества. То есть это исключительно инвестиционные проекты. То есть там, где, как правило, нужны сторонние инвесторы, ну и существенное капитальное вливание. Ну, в общем, на разработку, в том числе новых месторождений, либо модернизацию. Нет, это не разработка, это непосредственно уже переработка. Это оборудование, это новые производства. Ну, как-то так, новые направления деятельности. Вот теперь понятно. Татьяна Борисовна, давайте вернемся к гарантийной деятельности. Это платно? Конечно. Конечно, эта поддержка платная, но стоимость этой поддержки, она весьма доступна. На сегодняшний день у нас 2 ставки вознаграждения. Это 0,1% от суммы поручительства в случае, если к нам обращается начинающий предприниматель со сроком регистрации менее 2 лет. Фонд очень много сил и прикладывает к тому, чтобы помочь предпринимателям начать деятельность, поскольку поддержка нужна именно на первом этапе, когда и доступ к финансам затруднен. И со своей стороны мы в этом случае предоставляем самую максимально доступную поддержку. Для прочих предпринимателей у нас действует ставка вознаграждения по договорам поручительства 0,5% годовых от суммы поручительства. То есть, учитывая, что сумма поручительства меньше суммы кредита, в общем-то, это все вполне доступно. Вот мы уже отметили о том, что с 2007 работает, 17 лет в этом году программе. Да. На какие самые популярные направления МСП обычно берут гарантийную поддержку? Конечно, банки. Основная, самая весомая часть именно портфеля поручительств – это поручительство перед банком по кредитам. Кроме того, предоставляется поручительство перед кредитными кооперативами. Это у нас Алмаз Кредит Сервис, Алвыз Кредит и лизинговые компании. В этом году лизинговых компаний у нас основная – это Сберлизинг, с которым мы сотрудничаем. В этом году реализуется очень крупный проект, в котором мы участвуем вместе со Сберлизингом, приобретение автобусов для программы «Дети Азии». Приобретается большое количество новых автобусов. И мы со своей стороны выступили поручителями также по этой сделке. Очень крупная сделка, приобретается порядка, по-моему, 10 автобусов новых российских. Самое главное, это вот наглядный пример работы. Это наглядно, это очень... Конечно, сделка тяжелая, она крупная, но надо.
А можно ли эти средства взять взаймы и потратить уже напрямую на развитие бизнеса? Вот именно заемные, гарантийной деятельности? Нет, деньги банка. Заемщик, получатель кредита, он обращается в банк. Обращается в банк за кредитом. И в случае, если банк готов ему дать кредит, но не хватает залога, уже при получении согласия предпринимателя воспользоваться этой поддержкой. Далее мы непосредственно с банком, без привлечения предпринимателей, в течение 1-2 дней, очень быстро, принимаем решение о предоставлении этого поручительства. Вот. Банк выдает деньги на предпринимательские цели. Да, это обязательно, что цели должны быть предпринимательские. Вот теперь понятно. То есть самое радует, что никакой волокиты, всего лишь 2 дня. Нет, это очень быстро, а главное, что сам предприниматель в этом практически не задействован, только на этапе уже подписания договора. Татьяна Борисовна, а какие-то ограничения по размеру или срокам гарантийной поддержки существуют? Да, вот то, что я уже говорила в самом начале, максимальная сумма одной сделки 25 миллионов, максимальный лимит задолженности, ответственности перед одним клиентом 68 миллионов, то есть может быть несколько сделок. Ну и срок гарантии не более 10 лет. Ну, срок 10 лет в основном по инвестиционным кредитам, ну и, на мой взгляд, достаточно длинный. Практически все кредиты у нас в эту временную рамку попадают. Хотя, конечно, наиболее востребованные, такие массовые, 2-3 года. Вообще на данный этапе сейчас у фонда гарантийного заключено 14 соглашений с разными финансовыми организациями. Это в основном банки, конечно, практически все участвующие, фактически работающие в нашем регионе. В первую очередь это Сбербанк, это Алмаз-Энергобанк, ВТБ, Альфа, ну, все, кого вы сможете вспомнить. Кредитные кооперативы, повторюсь, и лизинговые компании. Татьяна это то, с кем работаем. Я благодарю вас за интересную беседу. Уверен, что благодаря вашей работе, в том числе и объекты малого и среднего предпринимательства, продолжат в нашей республике успешно развиваться. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Вам спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.